Здравствуйте, ребята! Сегодня начинаем цикл дистанционного кружка по робототехнике. В этом кружке вам необходимо будет просмотреть ролик на YouTube, сделать тест, ссылка которого находится в описании к данному видео. И будем делать практические работы из того, что у вас есть дома. В практическом задании приветствуется оригинальность в выборе материала, из которого вы будете делать свои работы. Сегодняшняя тема наша называется «Моторы и сервоприводы». Цель занятия – это узнать основные функции мотора и их применение в робототехнике. Задачи такие: какие функции выполняет мотор, в чем разница между мотором и сервоприводом, как подключить мотор к блоку управления и как это все запрограммировать. Первый вопрос, первая задача такая: какие функции выполняет мотор? Моторы выполняют роль мышц или силовых элементов нашего робота. Большие моторы наиболее часто используются для передачи вращения на колеса, и тем самым обеспечивая движение робота. Если так посмотреть, то это например, большой мотор нашего Лего, да, то это можно посчитать как ноги. И еще у нас есть средний мотор, только здесь его нету. Он выполняет в Lego Masters, он выполняет роль руки. Второй вопрос: в чем разница между моторчиком и серводвигателем? Вот у нас есть серводвигатель от Hyuna MRT. Разница, видите, да, мотор, это моторчик от Hyuna MRT. Разница в том, что этот мотор, он просто крутится то или туда, или сюда. Мы не можем определить ему скорость. Мы можем подать на него какой-то определенный ток, и он будет двигаться с этой мощностью. Да? Внутри этого моторчика находится маленький, но примерно такой же моторчик, который вы можете найти, наверное, в любом движущемся, например, игрушечной машинке или тому подобное. Серводвигатель это мотор со встроенным контролирующим датчиком. В нашем кружке имеются и серводвигатели, и обычные моторчики. Имея обычный моторчик, вы можете сделать, например, машинку, которая катится вперед или назад. А имея серводвигатель, вы можете контролировать, насколько долго или с какой скоростью ваша машинка будет ехать, то есть запрограммировать. Обычные моторчики используются там, где необходимо только вращательное действие: в вентиляторах, станках, радиоуправляемых и простых игрушечных машинках. И даже вибрация в сотовом телефоне, который у всех, наверное, сегодня есть, происходит с помощью маленького такого моторчика. И он вращается, и там есть наконечники, есть тяжелый металлический предмет. И если он вращается, то ваш телефон будет вибрировать. Серводвигатели используются в робототехнике, в станках с ЧПУ, летательных аппаратах или для регулирования температуры в доме. Как подключить мотор к блоку? Сейчас я принесу наш блок. Сломаем какую-нибудь машинку. Вот у нас есть блок. Это блок как вы знаете, наверное, да, от Lego Mindstorms EV3 называется. Есть домашняя версия и есть образовательная версия. Блок у них одинаковый. Мы будем использовать набор блок. Нам нужен сам моторчик, вот он у нас, и провод для подключения к блоку, провод. И еще, давайте возьмем колеса и палочку, чтобы было хорошо видно, да?
Вот, смотрите, на нашем блоке есть 8 портов. Вот здесь с этой стороны есть 1, 2, 3, 4 порта, да? Тут буквы есть A, B, C, D. И здесь 4 порта от 1 до 4. 1, 2, 3, 4. Для подключения к мотора к блоку мы будем использовать провод. И мы должны этот провод подключить к самому мотору. Вот таким способом, до щелчка. И подключаем его. Вот в портах есть цифры и есть буквы, да? Мы его должны подключить там, где есть буквы A, B, C, D. По-английски, наверное, все изучаете, да? Вот, например, мы поставили на порт B вот этот мотор. Хочу вам показать, где наша программа находится и как она работает. Вот ярлык нашей программы, который установлен уже на этом компьютере. 2 раза нажимаем на нее, и у нас должно появиться вот такое окошко. Для того, ну тут есть, видите, там руководство, самоучитель, разные инструкции есть, вы можете это все посмотреть. Если у вас есть персональный компьютер, можете загрузить и установить у себя на компьютере и посмотреть, делать практические работы. Ну, можно сделать, вот, например, нажимаем файл и новый проект, программа. Можно так создать новую программу. Можно просто добавить проект, плюсик это в верхнем левом углу. У нас открылось вот такое белое окошко, оно пустое, и здесь есть только блок начала программы. И внизу можете посмотреть, есть разные вкладки разного цвета. Первая вкладка — это действие, то есть тут вы управляете моторами, экраном, подсветкой и звуком. Есть еще управление операторами. Вот тут ожидание цикла, переключатель и прерывание цикла. Есть датчики различные, датчик цвета, гироскопический, таймер, ультразвуковой, ну различные датчики, которые есть. В красной вкладке это управление, ну, как операций, для операций с данными, то есть это переменная, константа, массивы, логические операции, то есть да или нет, математика, округление, сравнение, интервал. Ну, следующее это дополнение, всякие дополнительные блоки. Ой, у нас робот ругается. И нам нужна, так как у нас стоит только один блок, нам нужен блок большой мотор. Ну вот, ставим. Да? Для того, чтобы поставить наш порт, а наш порт это порт B, ставим порт B. Порт B поставили. И теперь нам нужно выбрать режим работы. Для того, чтобы выбрать этот режим, нажимаем, вот видите, кругляшок, да, первая кнопка, которая у нас есть в блоке. И нажимаем на нее. Тут есть несколько режимов работы. Это выключить просто, включить на количество секунд, градусов и оборотов. Ну, обычно мы работаем с оборотами, но можем выбрать и на количество градусов или на количество секунд. И вы видите, меняется только вторая вкладка, да? А первая — это мощность работы нашего мотора, и мы его можем поставить как хотим. То есть будет работать от 100 до минус 100. 100 это движение вперед, а минус 100 это движение назад с максимальной мощностью. А вторая вкладка — это в зависимости от режима нашей работы. То есть мы поставили пока по времени, и мы можем, например, поставить 5, да? А вот последнюю можете не трогать. Тут по умолчанию все правильно стоит всегда. Ну, почти всегда. Ну, например, так как у нас есть 4 режима работы, мы поставим 4 блока и давайте его настроим для работы. Я еще говорил, что у нас
Не говорил, да? Вот бесконечно, неограниченный цикл, он работает с этими, только с циклом. То есть, если вы просто так поставите, просто включить, оно немножко поработает и остановится сразу. А если будет находиться внутри цикла, то оно будет все правильно работать. Ставим все порты, так как у нас было порт 1, везде ставим один порт. Ну, например, сюда поставим, давайте тут 5 секунд с мощностью 100. Сюда поставим 5 оборотов с мощностью 70. И мы посмотрим, как это все будет работать, да? Ну, или... пусть так. Включить на количество градусов, пусть будет 720 и с мощностью 20 примерно. Пусть здесь будет стоп, выключить, и пусть будет включить, тут неограниченный. То есть вы можете поставить мощность в конце, и она будет все время работать. Ну, мы потом примерно посмотрим, как работает вот примерно такая программа. Вот у нас программа как бы готова, но мы его должны назвать. Вот в верхнем левом углу видим файл, сохранить проект. И сюда можем назвать, как угодно можем назвать наш проект. Но так как Lego это американская фирма, он понимает только по-английски. То есть надо писать английскими цифрами и буквами. Ну, например, назовем деталька. Деталька. Вот назвали и сохранить. Назвали. Наша программа, это наш робот включается. Давайте посмотрим, как это все у нас будет работать. Выбираем программу, переходим на вторую вкладку. Вот видите, деталька, да, выбираем вот эту папочку, и тут внизу программа. И нажимаем вот на эту программу, то есть запускаем программу и смотрим, как работает наш мотор. То есть мы ему сделали программу. Первые 5 секунд вперед, потом 6 оборотов назад и вперед, то есть с мощностью 21 720 градусов и неограниченное движение мотора. Итак, что мы сегодня прошли? Вы, надеюсь, поняли, что какой бы формы ни был мотор, функция у него одна – делать вращательные действия. И поняли, в чем разница между термином серводвигатель и мотор. На примере набора Lego EU3 поняли, как и куда подключить набор и каким образом его запрограммировать. Теперь вам необходимо пройти тест. Ссылка на него есть в описании к данному видео. Если не пройдете, я не смогу понять, занимались вы или нет. И в конце даю задание. Вам необходимо сделать машинку с крутящимися колесами. Но машинка, она может быть изготовлена из любого материала. Я говорил вначале, чем оригинальнее, тем лучше. Да? То есть вы можете использовать картон, бумагу, дерево, пластилин, папье-маше. Ну, можете использовать различные конструкторы. И сфотографировать его и отправить мне на группу в WhatsApp, приглашение на которой будет тоже в ссылке к данному видео. Ну, всем не болеть,
На сегодня кружок закончен. Носите маски и до свидания.